محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. В 150 году хиджры этот свет покинул великий ученый-богослов и основатель собственного мазхаба имам Абу Ханифа, рахимахуллах. В этом же году в палестинском городе Газа, в семье выходца из рода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Курайш, на свет появился Мухаммад ибн Идрис, которому суждено было прославиться в будущем как имаму аш-Шафи'и. Так, в один год умер имам, то есть Абу Ханифа, и родился имам, то есть имам Шафи'и. Да будет доволен ими Аллах. Судьба уготовила будущему имаму большие испытания. Через 2 года после его рождения отец имама Шафи'и умер, и мать с младенцем переехала обратно на их родину Мекку. Атмосфера всеобщего поглощения исламскими науками, которой была пронизана вся Мекка, оказала большое влияние на формирование личности будущего имама. Оказавшись в среде выдающихся мусульманских ученых-богословов, знатоков арабского языка, хадисов и фикха, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и получил прекрасное исламское образование и очень быстро начал свое восхождение по пути познания Всевышнего Аллаха и его религии. С самого начала будущий имам относился к учебе трепетно и с большим энтузиазмом. Он садился непосредственно перед учителем и старался запомнить все его пояснения. Сам имам Шафи'и о своих первых днях обучения наукам говорил так: «После того, как я стал хафизом Корана, то есть выучил его наизусть, постоянно ходил в мечеть Аль-Харам на уроки ученых по фикху и хадисам. Мы были очень бедны, не было у нас возможности даже купить бумагу, чтобы писать на уроках. Но несмотря на это, имам достиг в деле изучения исламских наук небывалых высот. Уже в 7-летнем возрасте, как уже говорилось, Мухаммад ибн Идрис выучил наизусть весь священный Коран. В 10-летнем возрасте цитировал по памяти свод хадисов благородного имама Малика аль-Муатта, содержащий около 1000 хадисов, а уже в 15 лет учитель дал ему разрешение выносить фетву, то есть отвечать на религиозные вопросы самостоятельно. В хадисоведении, фикхе, а также в науках арабского языка и литературы ему не было равных уже в то время. Среди молодых ученых своего времени он был известен во всей Мекке. Но будущий имам решил не ограничиваться на достигнутом и вскоре, оставив Мекку, отправился в лучезарную Медину, еще один центр исламских знаний. Здесь Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и, да будет доволен им Аллах, стал брать уроки по фикху и хадисам у великого имама Малика, основателя собственного мазхаба. Схватывающий все на лету, прилежный и любознательный Шафи'и пришелся очень по душе имаму Малику, и вскоре он сделал молодого курайшита своим помощником. Союз учителя и ученика оказался очень прочным. Лишь смерть наставника в 179 году хиджры прервала их духовную связь. На тот момент имаму Шафи'и шел 29-й год. За годы своей жизни в поисках знаний имам Шафи'и побывал во всех центрах мусульманской богословской мысли того времени. В Мекке, Медине, Йемене, Ираке. Много передвигался по областям Персии, Рима и другим неарабским территориям. Наряду с имамом Маликом имам Шафи'и приобретал шариатские знания у видных ученых своего времени, таких как Мухаммад аш-Шайбани, выдающийся ученик одного из основателей 4 мазхабов Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, Суфьян ибн Уяйна, мухаддис, известный своим аскетизмом и набожностью, Муслим ибн Халид аз-Занджи, один из муфтиев Мекки, Ибрахим ибн Мухаммад ибн Абу Яхья, известный мединский ученый-богослов, Ишан ибн Юсуф Синани, выдающийся знаток исламского права из Йемена, Абдуль-Маджид ибн Абу Равад, ученый-богослов Мекки, и многие-многие другие. Духовным наставником же имама Шафи'и был известный своей мудростью, набожностью и аскетизмом Шайбан ар-Раи. Как говорит великий Абу Хамид аль-Газали, имам Шафи'и садился перед Шайбан ар-Раи как ученик в начальной школе, спрашивая у него, как ему поступать в таком-то случае. Приблизительно в 34-летнем возрасте имам Шафи'и приобрел известность в Багдаде, столице халифата, являвшемся одним из центров мусульманской мысли того времени. Именно здесь он познакомился с Мухаммадом аш-Шайбани, учеником Абу Ханифы. Проучившись некоторое время у Шайбани,
и получив большую пользу, имам Шафии вернулся из Багдада в Мекку, где занялся преподавательской деятельностью. В течение следующих 9 лет ученые-паломники, прибывавшие в Мекку для совершения хаджа, имели возможность получить уроки у уже известного к тому времени богослова имама Шафии. Именно в это время учеником Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии и становится выдающийся алим и будущий основатель собственного мазхаба Ахмад ибн Хамбал, который был поражен познаниями имама Шафии в религии. Всевышний посылает для этой уммы в начале каждого столетия человека, который обустраивает дела религии. В первом веке этим человеком был Умар ибн Абдуль-Азиз, халиф мусульман. И я надеюсь, что имам Шафии будет таковым во втором столетии, говорил Ахмад ибн Хамбал о своем учителе. И в действительности, по мнению ученых-богословов Ахлю Сунны, имам Шафии является муджаддидом второго столетия после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть обновителем религиозных знаний. В 194 году имам Шафии снова отправился в Багдад, где ученые выражали особое уважение и почтение к великому имаму и брали у него уроки. Среди ученых в разное время обучавшихся у имама Шафии и достигших высокого уровня в исламских науках можно назвать таких великих ученых-богословов, как Исхак ибн Рахуэйхи, один из видных мусульманских ученых, хадисовед, хафиз, Рабиа ибн Сулейман Муради, основной рассказчик книги имама Шафии по фикху «Аль-Ум», Юсуф ибн Яхья аль-Буайти, сменивший имама Шафии в должности главного учителя этого мазхаба, Аль-Музани, отличившийся написанием книги, где полностью собрал фикх имама Шафии, и, конечно же, знавший около миллиона хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, наизусть и являвшийся одним из самых великих ученых того времени Ахмад ибн Хамбал. Как-то его спросили: «Почему ты посещаешь уроки имама Шафии, а не слушаешь уроки по хадису? Это же слова пророка, мир ему, а ты, получается, предпочитаешь им слова имама Шафии?» На что последовал ответ: «Если какой-то мухаддис умрет, можно найти человека, которому он передал хадисы, и спросить их у него. А когда умрет имам Шафии, уйдет то, чего больше ни у кого нет – понимание этого хадиса». Такими глубокими познаниями в исламе обладал Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, да будет доволен им Аллах. Имам Шафии был не только выдающимся факихом, правоведом, но также являлся и признанным передатчиком хадисов, благословенных изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хадисы, переданные от имама Шафии, нашли место в таких известных сборниках хадисов, как Сахих Муслима, Сахих Бухари, Сунан Абу Дауд, Сунан Тирмизи, Сунан Нисаи, Сунан Ибн Маджа и других мухаддисов. В 199 году хиджры имам Шафии совершил последнее путешествие в своей жизни. Он покинул Багдад и переселился в Египет, где оказался в спокойной и благоприятной атмосфере. Именно в Египте было написано большинство зрелых работ имама Шафии. Здесь имам был окружен множеством ученых из различных стран, которые приезжали, чтобы учиться у него фикху и усуль-фикх. Ведущие ученики великого имама внимательно слушали его лекции и записывали каждое слово, произнесенное учителем, после чего имам Шафии проверял все записанное учениками и вносил поправки, если они были необходимы. Под конец своей жизни имам Шафии очень серьезно болел. У него были частые кровотечения, после которых подстилка, на которой он сидел, была вся красная от крови. Но, несмотря ни на что, имам не прекращал процесс обучения своих учеников. В одном из своих хадисов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Не ругайте курайшитов, ученый из курайшитов заполнит все уровни науки в этом мире». Человеком, упомянутым в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по мнению ученых Ахлю Сунны, является именно имам Шафии, да будет доволен им Аллах. Прожив 54 года, оставив после себя большое духовное наследие, в последнюю пятничную ночь месяца Раджаб 204 года хиджры, после ночной молитвы, душа великого ученого покинула его благородное тело. Смерть имама Шафии стала большой потерей для всего исламского мира. Люди, слышавшие эту печальную новость, не могли сдержать слез. Джаназа намаз за имама Шафии возглавил правитель Египта. Похоронили имама Шафии на следующий день, в пятницу, после обеденного намаза, в Каире, у подножья горы Мукатта, на кладбище Турафа.
Знание имама Шафии, его наставления, его богобоязненность, его взгляд – все это оставило в сердцах людей незабываемое впечатление. Его мазхаб является вторым по распространенности во всем мире. Его книги изучаются и по сей день. По некоторым данным, их свыше 100. Для вынесения шариатского решения по тому или иному вопросу имам Шафии в первую очередь опирался на священный Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и в случае отсутствия решения в них прибегал к иджмау, единогласному мнению сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а также ученых-правоведов. Потом следовало индивидуальное мнение сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, после чего шел кияс, суждение по аналогии, и истихсаб, увязка, предусматривающую то, что более раннее заключение не теряет свою силу и позднее, если обстоятельства и совокупность юридических фактов, лежащих в ее основе, существенно не изменились. Имам Шафии явился первым, кто основал науку усуль аль-фикх и оставил в этой области книгу Рисаля. В настоящее время последователи шафиитского мазхаба проживают в Египте и Восточной Африке, в странах Ближнего Востока, отчасти в Индии, Пакистане, Ираке, Йемене, Малайзии и Индонезии. В России этого толка традиционно придерживаются многие мусульмане Северного Кавказа, в том числе и Дагестана. Да сделает нас Аллах из тех, кто жил и умер на пути следования истинным ученым ислама, людям, посвятившим всю свою жизнь служению Аллаху и следованию Его наказам. Аминь.